Еще один повод для гордости в Казахстане – это «Айка». Картина, которая претендует на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». История, в общем-то, не требует перевода. Судьба мигранта. С авторами «Айки» встретилась наш корреспондент Ксения Крихеля. «20 минут» зал аплодирует стоя. Публика не отпускает режиссера Сергея Дворцевого и актрису Самал Еслямову, исполнительницу главной роли в фильме «Айка». Кажется, к такому успеху она не готова. Для Самал Еслямовой это вторая роль в кино и уже победа. Казахстанская актриса лучшая на Каннском фестивале. Золотая пальмовая ветвь за лучшую женскую роль. Впервые в истории Каннского фестиваля актриса с этих просторов СНГ, ни одна русская актриса не получила. Константин Лавроненко получил мужскую роль, ни одна актриса не получила. Мне это страшно приятно. Этого, может быть, уже не будет 100 лет. Ну, понимаете, это как Нобелевскую получить. Как Нобелевскую. Писателю, например. Это удивительно. Я нигде не работала, только посвятила себя этой картине, этой роли. Ребенок плачет. Давай кормить ребенка. Фильм «Айка» о судьбе мигрантки из Кыргызстана. Главная героиня пытается выжить в Москве. Но с работы не ладится, становится нелегалом. Всем задолжала. Бандиты обещают покалечить и убить ее сестру. А тут ребенок. Выход только один – бросить сына в роддоме. Она все равно как бы понимает, что ребенок – это и есть самое главное вообще в жизни человека. Но и такого же мнения и я придерживаюсь. «Айку» режиссер Сергей Дворцевой задумал еще 8 лет назад. Идею подсказала жизнь. Режиссер, вот он когда-то в 2010 году он узнал то, что вот девушки из Киргизии бросили детей, их было больше 200. Его очень впечатлило то, что очень много детей. И он сам из Средней Азии. Для него это было как-то чуть-чуть шоком. Почему же они бы бросили детей? И он стал писать сценарий под это. Работа шла 6 лет. Вместо декораций заснеженные московские улицы. Принципиальная монохромность. Если сцена казалась неточной, начинали заново. Со временем не считались. Даже на Каннский фестиваль привезли черновую версию. Так что в конкурсную программу картину добавили в последний момент. Сыграли в «Айке» не только профессиональные актеры, среди них иммигранты и настоящие врачи. Жизнь, как она есть. Когда ты вдруг видишь, вот так вот начинаешь фильм, и вроде бы ничего не происходит, ты видишь сначала просто актеров, а потом бац, ты в какой-то момент видишь, что это уже не актеры, что это уже настоящие люди. И начинает главный герой начинает жить своей жизнью. И только Самал Еслямова, выпускница ГИТИСа. Самал одна из тех актрис, которые очень метафизичная, которая владеет техникой, но она знает, что эту технику не надо выпячивать. Она это делает так, что технику эту не видно фактически. И вот тогда это для меня такой высший пилотаж. Высшего пилотажа режиссер порой добивался безжалостно. Прежде чем снимать, заставлял актрису бегать. Надо было, чтобы мой персонаж, он был измотан. И физически, получается, что ей больно, и не так-то просто, чтобы не максимальная усталость была, а вот 80% усталости, чтобы 20% оставалось для того, чтобы я могла идти точно по заданному курсу режиссера. А ведь даже родители Самал Еслямовой не могли предвидеть такого успеха дочери. Режиссеру Сергею Дворцевому пришлось уговаривать их позволить ей сниматься. Я говорю, я не отпущу ее, потому что она у меня единственная. Он говорит, у вас еще есть дочь. Я говорю, так она уже отрезана ломать, у нее свои дети, уже своя семья. Он говорит, я вам обещаю, как матери, она будет сниматься, и никто ее никогда не обидит, я вам обещаю. Он обещание свое выполнил, я ему благодарна. В Казахстане «Айку» уже видели на больших экранах. В России фильм Дворцевого в прокат выходит в середине февраля. Кино хоть и авторское, но для людей и про людей. Главная мысль этой картины – это сочувствие к малым семьям. О сочувствии, о милосердии. Это о христианской великой любви картина. Это картина о любви.
Хотя никакой любви там нет. Сюжет универсальный, поэтому не только Канны. Уже в феврале «Айка» может получить «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Ксения Крихель, Александр Зазули, Эдуард Абадзинский, Леонид Шаталов и Ксения Хворых. Вместе Россия.